Сәлемет сізбе. Здравствуйте. Вы на канале Учи казахский Сажар. Здесь мы учим казахский язык легко и понятно. В каждом своем видео я демонстрирую легкий, простой, эффективный способ быстро запоминать слова. Попробуйте применить. Не верьте мне на слово. Попробуйте, проверьте. А мы сегодня будем запоминать такое слово, как «мнез». Вот эта буква палочка с точкой, она похожа на «и», но она звучит тоньше и нежнее. Мнез, не минез, а мнез, мнез, мнез. Мнез– это характер. Этимология происхождения этого слова, оказывается, происходит от арабского языка. Минас– это способ или путь. Я подобрала вот такое фото. Прям видно у ребенка, вот уже видно мнез, уже видно характер. Вот. Какой, не скажу, сами определите. Но уже есть характер. Вот. И как обычно, как правило, мы начинаем составлять русские предложения и подставляем вместо слова «характер» слово «мнез». У каждого человека, я думаю, что должен быть мнез. И мнез на самом деле формируется, начиная с самого рождения. Я думаю, что основная часть мнез все равно связана с... Человек уже рождается с таким мнез. То есть мы можем, родители могут его чуть-чуть подправить, так как-то скорректировать, да? Но основной мнез уже заложен в человеке уже, по-моему, с рождения. Вот. Конечно, если человек попал в семью, где его воспитывают, где работают над его характером, над его личностью, то он может в той или иной степени, конечно, контролировать свой мнез, если он, к примеру, не очень хороший, да? Вот. На мнез очень сильно отражаются поступки его родителей, поступки людей, которые окружают его с самого детства. К примеру, если он видит, что говорят одно, делают другое, то, конечно, в его мнез откладывается некая двойственность и некое недоверие к окружению. Если же он растет в семье, где нету двойных стандартов. Если сказано так, значит сделано тоже так. Вот. Тогда у него появляется прямо четкий ориентир, и это откладывает отпечаток на мнез любого ребенка. На самом деле мнез можно улучшить, откорректировать в любом возрасте, даже в каком нахожусь я, например, предпенсионный, да, я до сих пор нахожусь в процессе самосовершенствования себя самой. И вообще не считаю зазорным заниматься этим даже в таком возрасте. Абсолютно. Как говорится, жизнь никогда не поздно начать заново. Немножко весело, но мне кажется, в этом есть свое зерно. Вот. Поэтому, если вы чувствуете, что есть в вашем мнез, есть какие-то стороны, которые вам лично не нравятся, вы можете это уладить, можно это изменить. Вот. Казахи говорят, например, на некоторых очень-очень наивных людей, да, они говорят бала мнез. Бала– это ребенок, то есть характер как у ребенка, то есть наивный такой, всему верящий. Ага, бала мнез. Вот. Если же у человека очень тяжелый такой мнез, да, вот. Про такого человека можно сказать мнезе аур. Аур– это тяжелый. Аур– это
тяжелый. Аур мнезе. Мнезе аурикен. И стараются держаться подальше от такого человека, да, потому что могут получить, ну, не физически, но получить какую-нибудь отповедь, да. Вот. Или, к примеру, что еще? Если человек такой вот открытый, да, вот он такой вот добродушный, открытый, да, про такого человека говорят ашик мнез. Ашик — это такая открытость, ага, открытый ашик. Ашик мнез. Вот. Про таких людей даже говорят аузын ашып қалса, түбі көрінеді дегендей. Если он открывает рот, такой человек, если открывает рот, у него все внутренности видны даже, да? Ну вот имеется в виду внутренности не кишки, да, а именно внутренность его характера, внутренность его натуры видны. Вот про такого человека 100% можно сказать ашик мнез. У этого человека ашик мнез. Вот. Что еще? Конечно, взрослый человек должен быть такой, знаете, как бы последовательный. Последовательный мнез, он должен, ну, демонстрировать для людей какой-то такой однородный мнез, то есть последовательный мнез. Ага. Ну, не должно быть у взрослого человека, что вот, например, в 9 утра он такой веселый, такой счастливый, потом в 12 часов такой, да? Вот, ну, значит, есть какие-то ситуации в его жизни, которые ему нужно уладить, которые нужно обратить на это внимание, уладить. Ага, возможно, это какой-то сбой, гормональный сбой в организме, возможно. Возможно, это есть рядом токсичные люди, которые влияют таким образом на человека. Или возможно, что ну, есть какие-то прям актуальные проблемы, которые вот нужно быстро решить, и они вводят его в такое состояние. Возможно, там, я не знаю, большой долг, большой кредит или еще что-то. Нужно прямо направить все свои силы, мысли, внимание на решение этих вопросов и убрать из своей жизни эту ситуацию. Вот. На самом деле, человек, у которого нет мнез, это прямо, ну, на мой взгляд, это прямо очень плачевно. Это очень плачевно. Когда у человека нет... Вот мнез, я воспринимаю мнез как, знаете, некий стержень. Вот стержень в человеке, который... Это как образец поведения, это как выработанный образец поведения, который он применяет в своей жизни. Если у него нет мнез, значит, он еще не выработал никакого образца поведения, который будет ему служить маяком в жизни. И поэтому я считаю, что когда у человека нет мнез, такой он, знаете, как на русском это звучит, как бесхребетный такой, бесхребетный. Такого человека очень легко завалить, такого человека очень, ну, легко можно задавить, подавить и все такое. Но еще есть и обратная сторона медали. От такого человека можно ожидать всего, что угодно. Потому что у него может включиться в любой момент что-то очень плохое, что-то очень негативное. Он может на себя руки наложить, он может навредить как-то окружению и так далее. Я сейчас не призываю отстреливать всех, у кого нет мнез, но просто хочу больше данных дать, больше понимания, чтобы у вас было, что такое слово мнез. Вот. У казахов даже вот у людей, у которых такой, знаете, прямо такой бурный, такой непокорный мнез, они даже сравнивают это с лошадью. Вот.
Жылқы мінез. Жылқы — это лошадь. Ага. Жылқы мінез — это такая непокорная такая. И вот его хотят там, например, что-то пригладить или там привести к каким-то правилам. Он такой на дыбы встает, да? Вот же жылқы мінез. Вот, так что мінез может быть разный. Мінез может зависеть от его поведения, от его внутренней работы над собой, вот, от, конечно, генетических уже особенностей, которые есть, например, там в Италии, да, обычно люди очень бурно, очень эмоционально проявляют вообще все себя, да. Например, в Японии да, проявлять это вообще, мне кажется, не камильфо, да, то есть если японец проявляет это, мне кажется, вообще что-то невероятное, да, потому что у них культура такова. Поэтому мнез может быть разный. Но самое главное, что мнез можно откорректировать в лучшую сторону. Есть способы, есть технологии, которые это могут сделать, помочь. Ну все, теперь ваша задача составлять свои собственные предложения и проявить свой твердый мнез именно в применении этого способа. Пожалуйста, применяйте этот способ до конечного явления, до конца. И вы прям почувствуете, вы получите очень хорошие положительные результаты от применения этого способа. Призываю вас, используйте эту технологию в полной мере. Составляйте достаточное количество предложений. Хочу вам сказать большое-большое спасибо за то, что смотрите меня. Нас с каждым днем становится все больше и больше и больше. То есть людей, которые хотят дойти до нашей хорошей цели, большой цели, очень много, становится еще больше с каждым днем. Мы большая команда, и мы двигаемся к нашей цели. Так что, сау болыңыз, до свидания.